Ну а Париж тем временем масштабно отпраздновал вторую подряд победу Пари Сен-Жермен в Лиге чемпионов. Одним из ее творцов стал Матвей Сафонов, первый из российских футболистов, который выиграл самый престижный клубный турнир Европы дважды. Команду ждали приемы у президента Франции, встреча с фанатами, которые до отказа заполнили Марсово поле возле Эйфелевой башни. Когда команда прибыла туда, ее уже ждали десятки тысяч фанатов. По дорожке в клубных красно-сине-белых цветах футболисты и тренеры прошли сквозь ликующую толпу, а капитан Маркиньос продемонстрировал завоеванный в Будапеште трофей. Вечером торжества продолжились уже на Парк де Пренс. Игроки по очереди появлялись на сцене, получая свою порцию оваций. Очень тепло приветствовали Матвея Сафонова, который вышел в стильных темных очках, повязанный клубным флагом. Ну а президент клуба пообещал через год побороться за еще один кубок. Прежде 3 раза подряд Лигу чемпионов выигрывал только мадридский Реал. Интересно, что парад был накануне и у проигравших, отмечал Арсенал. Не только достойное поражение в финале, но и первый за 22 года титул в английской премьер-лиге. Автобус команды медленно плыл через толпы болельщиков сквозь клубы красного дыма, который затянул чуть ли не весь север Лондона. Как сообщили в полиции, отпраздновать победу Арсенала в чемпионате на улице британской столицы вышло 1,5 миллиона человек. Кстати, еще один игрок, который сейчас находится в расположении сборной, Алексей Батраков, уже совсем скоро может стать одноклубником Матвея Сафонова. Да, по информации, которая просочилась в СМИ, ПСЖ уже практически договорился с «Локомотивом». Железнодорожники заработают на этом возможном трансфере около 25 миллионов евро, а сам полузащитник будет получать не меньше 5 миллионов в год. Но эти новости пока будоражат только российскую публику. В самом же Париже продолжаются отмечать победу в Лиге чемпионов. Да, яркую блистательную победу. Чемпионский парад начался на Марсовом поле в присутствии тысяч болельщиков, после чего команда отправилась в Елисейский дворец. Футболисты прошли вместе с кубком между толп фанатов, по очереди поднимая над головой главный трофей. Отдельных оваций заслужил Хвича Кварацхелия, которого накануне как раз признали лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов. Кто знает, может, уже скоро мы увидим на таком параде и Алексея Батракова. После этого команду чествовали на переполненном стадионе Парк де Пренс. Да, тысячи болельщиков ПСЖ скандировали фамилию Сафонова при его появлении на арене, а диктор объявил его как гигант из Краснодара. Давайте посмотрим, как это было. Match après match, il a confirmé son statut de géant. Le géant de Krasnodar, avec son mètre 92, notre numéro 39, Matvei! 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 На вторую подряд победу ПСЖ в Лиге чемпионов бурно реагируют и в интернете. Вот такой забавный мультфильм по мотивам финала сделал один известный карикатурист. И здесь отдельного упоминания наряду с другими главными героями матча заслужил и наш Сафонов. Получилось хорошо. Есть такое. Ну что, у нас сейчас небольшая реклама, после нее поговорим о чемпионате мира по футболу. Ведь до него осталось ровно 10 дней. Расскажем последние новости сборных участниц турнира. Финские хоккеисты выиграли чемпионат мира, одолев в решающем матче хозяев. Швейцарцы 6 раз в истории были в финале и 6 раз в нем проиграли. Об этом не только сразу после рекламы. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.